Если помните, в начале года зимой мы делали сюжет про деревню Сарышка. Это такая деревенька, где до сих пор нет света. И возил нас туда Ислам Кутлубаев. Возил на лошади, потому что зимой туда иначе не добраться. Ислам живет в деревне Бутаево, что неподалеку от поселка Зигаза, и работает почтальоном. Так вот, сделали мы тогда сюжет и договорились с Исламом встретиться вновь, чтобы вместе съездить в Бакеево, самую отдаленную деревню Белоречья. Встретились осенью. До Бакеева мы с Исламом добирались на мотоцикле. Каких-то 30 километров, а ехали почти 3,5 часа. Во-первых, останавливались на съемке. Во-вторых, дорога. Особенно после Зелимского моста. Река Зелим разделяет Белорецкий и Гафурийский районы. Но странная эта граница, потому что перевалив через хребет Зельмардак, вы оказываетесь в Гафурийском районе, а проехав через мост, опять в Белорецком. Перед самым Бакеевом мы наткнулись на место, где был когда-то поселок Углежогов. Теперь здесь не осталось ничего, ни одного дома, только вот эти полуразрушенные и заросшие бурьяном углежоговые печи. Вот и Бакеево, небольшая и уютная деревушка. Она как будто бы спряталась между гор, приютилась в ущелье. По преданию основал деревню некий мулла по имени Бакей. Он был участником одного из восстаний башкир. Когда восстание было подавлено, он пришел в эти места со своим родом. И долго-долго о существовании этой деревушки не знал никто. Даже ушлые казаки не смогли добраться сюда. «Пропадет башкир, пропадет», — сказал кто-то из русских писателей, побывавший в наших местах лет 200 назад. Но ошибся классик, не пропал башкир, выжил. Выжил даже здесь, в этой глухомане. И говорят, что земские власти были очень удивлены, когда в начале прошлого века узнали о существовании небольшого башкирского поселения – Бакей. До этого считалось, что в этих местах могут жить только медведи. Но потом была революция, гражданская война. И вот тогда-то добрались сюда, лиходеи. Дотла спалили деревушку. И бакеевцы до сих пор толком не разобрались, кто это сделали. Белые или красные. А главное, за что. Сейчас Бакеево – это около 40 дворов и чуть более 100 жителей. Деревня вовсю строится. Только за последние годы здесь появилось более 20 домов. Бакеевцы живут исключительно натуральным хозяйством. Основной промысел – пчеловодство. В деревне все держат пчел. Благо, что липы в здешних местах много. И в хороший год Бакеево буквально купается в меду. До недавнего времени бакеевцы занимались еще и бортничеством. Борть – это, в общем-то, простое дупло. Вот на этой старой сосне 2 борти, одна внизу, другая выше. И нужна особая сноровка, чтобы взобраться на такую широкую сосну. Делается это с помощью плетеного кожаного ремня. Облачается пчеловод уже наверху. То, что вы видите, это лишь имитация того, как раньше башкиры собирали дикий мед. Увы, диких пчел здесь уже нет. И, как сказал один пчеловод, нет их потому, что народ стал диким. Якобы стоит людям найти в лесу бортевое дерево, как они тут же валят его, выпиливают борть и тащат домой. А в старые времена башкиры относились к пчелам, как к посланникам небесным. Даже укус пчелы считался благодатным. Смотри, что они творят. Они сейчас меня сожрут здесь, с могил. Они же меня сожрут сейчас. Они вокруг меня крутятся. Во-во, давай. Ага. Фу, ой. Еще. А то они меня сейчас прям съедят уже. Они меня чуть ли не с ног сшибают. Не бойся. Ой-ой-ой. Господи помилуй. Вряд ли здесь возродится бортничество. Зачем, казалось бы, лезть на сосну, если мед можно взять в ульях, которые в огороде? Хотя сохранилась амуниция, есть и опыт, и знания, но нет диких пчел. Они далеко в лесу, они спрятались от людей по причине уже известной. Зато недавно в центре деревни появилась спутниковая антенна. Прогресс неимоверный, если учесть, что всего лишь 3 года назад в Бакеево провели свет. До этого местные жители жгли керосинки.
Как жили? На лампе жили. Лампа это... Даже керосин, когда не бывает, мы... Как еще? Свечку покупали. Свечку, лучину, Ага. да? С этим это 6 детей вырастила без на лампе. 5 это парни, одна старшая самая дочь, потом остальные все парни. Ой, раньше плохо было. Сейчас как-то вот свет отключится минут на 5. Это уже плохо. Привыкли уже. Вместе с подачей света в деревне построили новую школу. Она стоит на месте, где был дом героя Советского Союза Зубая Утюгулова. Он здесь родился и вырос. Что ж, преобразилась деревенька за последние годы. Осталось только дорогу построить. Впрочем, бакеевские старики против этого. Мол, построят ее, и понаедут тут всякие, и речку загадят, и лес вырубят, и скот начнут воровать. И пропадет тогда Башкир. Пропадет. И не будет тогда здесь такого покоя и тишины. Благодатной тишины. Кайталмам, гисер мине